Пандемия коронавируса внесла свои правки в реализацию национальных проектов, признал полпред президента. И хотя борьба еще продолжается, время действовать, создавать условия для восстановления работы экономики и социальной сферы. Нацпроекты, похоже, ждет коррекция. Президент подписал указ о национальных целях развития страны на ближайшие 10 лет. Первое – это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство. Ну и последнее – это цифровая трансформация. Национальные проекты будут скорректированы, как вы знаете, а также разработан единый план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года. Тем не менее, нам необходимо приложить все усилия для исполнения ключевых показателей национальных проектов, установленных на текущий год. Полпред напомнил, что именно руководители регионов несут персональную ответственность за достижение целевых показателей. Насколько эффективно идет реализация нацпроектов в субъектах страны, ведется строгий контроль. При полномочном представительстве Северо-Запада действует рабочая группа. Сегодня республика принимает участие в большинстве федеральных проектов, на что региону выделяется значительный объем средств. Только на 2019 год Коми получила более 6 миллиардов рублей. Александр Гуцан подчеркнул, в приоритете должны быть демография, здравоохранение, образование, жилье и дороги, то есть то, что волнует всех жителей региона. По словам Владимира Уйба, в Коми работа ведется по всем 12 направлениям нацпроектов. Каждый из нацпроектов направлен на улучшение жизни наших граждан, поэтому их исполнение, наверное, сегодня самое главное. Особое внимание должно быть уделено, то, что вы сказали, обратной связи. И в этом смысле действительно мы видим результативность этого, и это один из сегодня самых главных механизмов нашей работы. При этом мы не просто строим новые объекты, ремонтируем дороги, оказываем поддержку предпринимателям. Мы, конечно, работаем, главное, над улучшением качества жизни в регионе, повышение благополучия наших жителей. В основе работы должно быть постоянное общение с гражданами, чтобы узнать о проблемах из первых уст. Поэтому Владимир Уйба регулярно встречается с общественниками, представителями бизнеса, депутатами местных советов, главами поселений. Исполняющий обязанности главы объехал почти всю республику, побывал почти в каждом муниципалитете. На очереди Троицко-Печорский район. По итогам каждой встречи составляется протокол поручений. Елена Кононова, Николай Богданов, телеканал Юрган.